В этот день, в первую очередь, мне хочется обратиться к каждому из вас, дорогие мои абхазские братья и сестры. Я сам прошел через те же испытания, через которые проходил Сергей Васильевич. Наши народы, народы Осетии и Абхазии, это как два близнеца, как два брата. История это доказала, и мы вместе с вами прошли через эти тяжелейшие испытания. Благодаря поддержке друг друга, зная, что есть брат, который в любой момент встанет рядом с тобой. Мы безмерно благодарны и признательны великой России. Наша любовь и наша верность России никакой ревизии не подлежит. Мы это не раз доказывали. Именно мы стали на передовой, когда международное сообщество, когда шла и идет всеобщая деградация международного права, когда шли уже предсанкционные действия, когда, можно сказать, под давлением Соединенных Штатов мир сошел с ума, мы оказались вместе с вами на остре вот этого противостояния. Именно наши народы проявили в первую очередь мужество и стойкость, верность традициям своих предков, верность дружбе и братству Великой России, доказали, что в отличие от некоторых, многих государств, которые давно состояли, которые были самодостаточны, они не выдержали этих испытаний, несмотря тоже клялись в вере и дружбе России. И многие из них, в том числе и Грузия, в том числе и Украина, по-своему отблагодарили Российскую Федерацию. А мы с вами, несмотря на то, что даже в той же самой Российской Федерации были такие силы, которые были настолько сильно настроены, чтобы нас вернуть обратно в лоно Грузии. Хочу вам сказать одно. Вам, мои братья, повезло, что у вас были два таких великих человека. У многих народов таких великих лидеров не было, какие были в Абхазии, как Владислав Ардзинба и Сергей Васильевич Багапши. Я хочу также привести некоторые моменты, когда говорят о том, что и без Сергея Васильевича Багапши, там на юге Осетии у нас многие тоже говорят, что без Эдуарда Джабеевича, Россия бы в любом случае нас признала. Предложения о конфедерации с Грузией, они начали поступать с 2006 года. И никто лучше меня и Сергея Васильевича многие детали даже не знал, потому что это давление со стороны определенных политических сил и в Российской Федерации, да и международного сообщества оказывались только на нас. И какие были предложения, тоже лучше нас никто не знает. И как очевидец, и как свидетель, непосредственный участник вот этих событий, я хочу вам сказать, что чувствуя плечо своего старшего брата, мы всегда так, мы этого не стеснялись. Даже хочу привести один пример. Было очень серьезное протокольное мероприятие, где как раз, кстати, обсуждался вопрос, насколько руководители Осетии и Абхазии проявят какую-то гибкость, где-то могут как-то прогнуться, чтобы надавить на вопрос. Это было уже в 2006 году, после того, как я второй раз был избран президентом Южной Осетии, когда за меня проголосовало 98% населения Южной Осетии. Именно после этого были такие предложения, чтобы прогнуть нас, как-то надавить, чтобы прозондировать почву, насколько руководители Южной Осетии и Абхазии готовы к такой новой форме, как федерация или конфедерация с Грузией. И обычно, когда мы выступали, я всегда говорил, что в первую очередь, как человек родился и вырос на Кавказе, в первую очередь я выступаю в слово своему старшему. На этот раз получилось так, что мне первым предоставили слово, где я сказал, что несмотря на то, что на меня народ Осетии возложил второй раз такое высокое доверие мне проявили и проголосовал за меня почти 98%, меня народ Южной Осетии не наделял такими полномочиями. Исходя из итогов референдума 92-го
а потом итогов 2006 года, где народ Южной Осетии 99,9% проголосовали за независимость от Грузии и вхождение в состав Российской Федерации. В 2006 году я был инициатором этого же референдума, чтобы показать международному сообществу, что несмотря на давление, на те испытания, которые выпали на долю моего народа, мой многострадальный народ не поменял своего мнения и своего отношения к Российской Федерации. Это был сигнал Западу, что какие бы они усилия ни предпринимали, как бы они ни вооружали Грузию, какие бы они новые вызовы нам не бросали, все равно мы никогда не отвернемся от Российской Федерации. Но в 2006 году по просьбе Российской Федерации мы сняли второй вопрос повестки дня референдума о вхождении в состав Российской Федерации. Именно учитывая мнение руководства Российской Федерации, мы сняли во второй вопрос. Но однако же в 2006 году на референдуме народ опять же проголосовал 99,8% за независимость от Грузии. На этой встрече я сказал, что несмотря на то, что наш народ проголосовал за меня 99%, мой народ голосовал за вхождение в состав Российской Федерации. Если мы сегодня будем обсуждать вопрос о вхождении в состав Российской Федерации, я двумя руками буду голосовать за вхождение в состав Российской Федерации, потому что у меня есть такие полномочия от народа Южной Осетии. А обсуждать вопрос о федерации или конфедерации я никому не позволю в моем присутствии, потому что после этого я не буду иметь морального права приехать и смотреть в глаза своему народу. И чувствуя, какая обстановка во время этого диалога, Сергей Васильевич, он так держал свою папку, и не сдержавшись, он хотел меня поддержать, и на стол вот так положил папку и говорит, и вот так вздохнул, говорит, я полностью поддерживаю своего брата, и когда он понял, что мероприятие-то не совсем кавказское, говорит, своего коллегу президента Южной Осетии, что народ Абхазии стоит точно на таких же позициях. Почему-то многие эти детали забыли. И сегодня говорят, что нас бы и так признали, и так признали, и так признали. Нет, дорогие мои. Если бы не в первую очередь мужество и стойкость наших народов, если не те руководители, которые вы доверили, которым вы доверились тогда, у нас не было бы сегодня вот этого признания. А Россия, возможно, потеряла на этой территории те форпосты, которые есть. Еще раз говорю, Осетия и Абхазия – это надежные форпосты Российской Федерации. Это никакой ревизии не подлежит. Если мы говорим по отношению к отдельным чиновникам, которые практически мешают реализации тех задач, которые ставит перед ним президент Российской Федерации, для них самое главное сказать там, какой-то плохой, Багамш был плохой, там, Хаджим Башас плохой, другой кто-то плохой. Я сегодня рад, что вижу определенную все же консолидацию братской Абхазии. 4 марта, день смерти первого президента Абхазии и день рождения второго президента Абхазии. Это символичная дата, да, с одной стороны трагическая, с другой стороны день рождения. Но я так думаю и хочу поблагодарить всех организаторов этих мероприятий, вчерашних, сегодняшних. Это должно консолидировать вас, дорогие мои абхазские братья. Это должно вселять в вас уверенность. И не только в вас, потому что праздник в вашем доме, это праздник и в нашем доме, понимаете? И то, что мы выиграли, то, что мы победили благодаря Российской Федерации. Россия нам дала шанс, признав наше государство. Вы возродили свое абхазское государство. Мы тоже через 800 лет возродили наше аланское государство. И мы с вами обязаны в память наших великих предков продолжать вот это дело. Нам Всевышний дал такой подарок. Многие народы, которые там исчисляются миллионами, даже нормальной своей автономии не имеют. А мы с вами, малочисленные народы, имеем свои государства. Так давайте ценить вот это наше с вами завоевание. Это награда за наш с вами подвиг.
И давайте вот этот флаг великой нашей победы, и абхазской, и остинской, не надо приспускать вниз. Нам нужно сегодня отвечать тем вызовам. Да, мы поверили, мы выиграли, но определенная, наверное, эйфория расслабила нас с вами. А у нас с вами сегодня другие вызовы. Посмотрите, как стремительно меняется мир, как стремительно меняются ценности в Европе, которая была законодательницей моды и так далее. А мы должны сохранить самые большие наши с вами ценности. Это наши с вами традиции, которые оставили нам наши предки. Если мы, благодаря всякого рода гаджетам и так далее, которые сейчас везде и всюду распространены, и особенно наша молодежь, которая увлекается этим очень сильно, и, конечно, влияние Запада в данном случае чувствуется. Вот в соседней Грузии, видите, они же первые везде и всюду, у нас уже однополые браки появились. Неужели здесь кто-то даже, в зале я вижу смех, но неужели кто-то может допустить в Абхазии, в Осетии или в какой-то другой кавказской семье вот такое безобразие? Когда мы видим, когда весь международный мир начали устраивать какие-то ревизию, пересматривать итоги победы в Великой Отечественной войне, когда глумятся и разрушают памятники великих героев-освободителей Европы, наших дедов, и мы молчим. Мы один раз позволили, второй раз позволили. Все это может, когда-то мы тоже думали, что в нашем доме войны не будет. Была Великая Отечественная война, там воевали там, но к нам война близко не подходила. Однако же в 90-е годы война постучалась нам в двери. И нам с вами вместе с вами пришлось защищать свои дома. Сейчас другой вызов. И к этому вызову мы с вами тоже должны быть обязательно готовы. Мы должны обязательно противостоять этому вызову. И опять-таки проявив волю, мужество и свое умственное превосходство во всех отношениях, я этого не побоюсь сказать. И в первую очередь мои слова сегодня адресованы нашей молодежи. Потому что абхазская молодежь для меня такая же родная молодежь, как и молодежь Южной Осетии. Вы то поколение детей, которые... Большая часть, особенно старшая ваша часть, это те ребята, которые были лишены юношества, детства, потому что у вас, как и у детей Южной Осетии, все это проходило под свист пуль, под грохоты снарядов и постоянное напряжение, когда ваши старшие, ваши родители, ваши старшие братья и сестры принимали самое активное участие в отражении грузинской агрессии. Цените, пожалуйста, подвиг ваших старших. И не опускайте эту великую планку, которую вам старшее поколение оставило. Переходя к личности моего брата Сергея Васильевича Багапш, также хочу сказать, что мне было очень легко и комфортно работать с этим человеком. Я сегодня безмерно благодарен всем коллегам. Я знаю, ваши внутренние отношения, это есть ваши внутренние отношения. Я даже как близкий вам человек, как ваш брат, не имею никакого права кого-то чему-то здесь в Абхазии учить. Вы, мои дорогие братья, самые умные, самые мудрые, сами разберете в своем доме, как выстраивать отношения. Я просто сегодня хочу выразить огромную благодарность, если кого-то лично как-то забуду, но всем соратникам Сергея Васильевича хочу сказать огромное спасибо. Если бы он сегодня стоял на этой трибуне и выступал, он также поблагодарил бы всех своих соратников. Поэтому всех, кто были с самого начала и работали вместе с Сергеем Васильевичем Багапш, я вот по именам всех вас называть не буду, вдруг кого-то забуду, можете обидеться, а просто всех соратников Сергея Васильевича я просто хочу также поблагодарить за то, что вы были вместе с моим братом, и за то, что благодаря вам он всегда так уверенно себя чувствовал. В первую очередь, слова благодарности хочу выразить прекрасной семье Сергея Васильевича. Марина Георгиевна, вам спасибо огромное за все, за ту поддержку, за ту любовь, которую вы оказывали Сергею Васильевичу. Мы общались часто, мы разговаривали, когда было тяжело, оставаясь вдвоем. Конечно, мы очень сожалели о том, что мы мало времени уделяем своим детям. Многим это не понять, но когда человек, он
душой болеет за свой народ, он семью забывает. Для него весь народ, для Сергея Васильевича, весь народ была как одна большая, огромная семья. К большому сожалению, с Владиславом Григорьевичем Арзумбой я лично не был знаком, но Сергей Васильевич всегда о нем отзывался очень и очень уважительно. Это многого стоит, когда человек ценит своего предшественника и дает ему такую великую оценку. Он никогда никому не позволял, чтобы кто-то что-то недостойное сказал в адрес первого президента. Это тоже показатель характера и человечности Сергея Васильевича. Приведу еще один такой пример. Сергей Васильевич приехал к нам в Южную Осетию, а любые наши появления и в Южной Осетии или мои в Абхазии, нашими соседями всегда воспринимались очень болезненно. На тот период у нас в Южной Осетии были праздничные мероприятия, приехали практически все руководители Северного Кавказа, и в данном случае опять чуть-чуть отойду от темы, скажу, что в свое время мы с Сергеем Васильевичем очень много делали для того, чтобы встречаться с руководителями Северного Кавказа, чтобы оживить жизнь, в том числе и наши отношения с Приднестровской Молдавской Республикой, когда мы создали СНГ-2. Союз непризнанных государств. Как раз форум проходил здесь у вас в Абхазии. Поэтому мы очень много старались. И этим, конечно, многим не нравилась вот такая наша активность. И когда мы проводили мероприятия в Южной Осетии, приехали руководители всех северокавказских республик. Конечно, еще утром был очень серьезный обстрел, чтобы напугать народ Южной Осетии, чтобы сломать нам испортить праздничное настроение, был обстрел города Цхинвал, и он действительно длился в течение часа-полтора. После того, как мне удалось пока побыть на передовой, а потом, с учетом того, что под утро все это прекратилось, успел переодеться и поехать встречать своего брата, и потом все делегации, которых мы встречали, я, глава Северной Осетии Таймураз Замбегович Мамсуров и Сергей Багапши. Все удивлялись: Сережа, ты, говорит, вроде подальше нас, проехал раньше, что ли? Вот такие у нас отношения были. И, конечно, когда мы проводили праздничное мероприятие, я должен был провести всех гостей, а на центральной площади города Героя Цхинвал шли праздничные мероприятия, молодежь веселился, и все игрались, веселились, танцевали. Для ребят тоже, конечно, праздник. И в это время начался массированный обстрел города Цхинвал. Этим обстрелом непосредственно руководил, командовал тогда министр обороны Грузии Укрошвили. И уже по центру города наносились минометные удары. Мы с гостями по моему приглашению как президента Республики Южная Осетия, я начал просить всех, чтобы они побыстрее собрались. Никто не хочет уезжать. Я им говорю: слушайте, вы со мной или с Саакашвили? Дайте мне поруководить своими ребятами, потому что, да, ребята на передовой стоят, но мне как-то нужно тоже, как верховному главнокомандующему, командовать. Еле уговорил всех. Вроде бы всех отправил, все уехали. Выхожу и смотрю, стоит Сергей Васильевич. Я говорю: Сергей Васильевич, а ты что? Я говорю: что ты не уехал? Он говорит: брат, для меня какая разница, где воевать, в Абхазии или Южной Осетии? Сергей Васильевич стал рядом со мной, мы вдвоем пришли на центральную площадь, где, несмотря на обстрел, вот мы заставим такую картину, все ребята, которые были прикреплены к подразделениям, по тревоге убегают, остальная часть молодежи стоит, музыка играет, но они как-то были растеряны. И когда они увидели нас с Сергеем Васильевичем, им поднялись на сцену, музыка еще громче заиграла. И вот первым тогда я предоставил слово своему старшему брату, который обратился к молодежи Осетии. Вы не представляете, какой вот такой патриотический дух тогда появился у наших ребят. Вот он один из таких примеров вашего второго президента. Насколько он был мужественный, насколько он был порядочный, и самое главное, насколько сильно
он любил свой народ и насколько ценил вот дружбу и братство. Вот те определенные штрихи, которые я привел, вот, характеристики Сергея Васильевича, они должны быть как-то и послужить примером для будущих поколений и тех отношений, которые сложились между нашими народами. Ведь наша дружба с Сергеем Васильевичем это была не дружба двух президентов. Да, как президент я общался со многими, но у меня такие отношения братские были только с Сергеем Васильевичем Багапшем. Я очень ценю эти отношения и ценю отношения и ту любовь искреннюю, которую Сергей Васильевич проявлял к моим сыновьям, потому что мои дети были намного моложе, чем Зураб Сергеевич. Но сегодня вот эту любовь, которую Сергей Васильевич проявлял всегда к моим сыновьям, особенно к моему младшему сыну Суслану, я, конечно, вот эти чувства к Зурабу Сергеевичу проявить не могу, потому что он уже взрослый человек. А вот эту искреннюю любовь, отношения, я надеюсь, я продолжу по отношению к внукам Сергея Васильевича Багапша. Здесь в зале присутствуют большие друзья наших народов. Бабурин Сергей Николаевич, Андроник Мигранян, которые нету, к сожалению, Константина Затулина. Но эти люди тоже очень много делали, когда многие в Российской Федерации даже боялись говорить или поднимать какую-то тему за Южную Осетию, за Абхазию. Эти люди всегда были, можно сказать, нашими рупорами на всех уровнях. Благодаря их действиям, несмотря на то, что у них тогда таких больших полномочий не было, но внесли свою огромную лепту, не просто выступая с высоких трибун, защищая, отстаивая наши позиции, но и подписывая документы, которые в самый критический момент поспособствовали приостановлению боевых действий и в Абхазии, и в Южной Осетии. У меня другой такой возможности может и не будет, и тем более при такой прекрасной, замечательной аудитории для меня нет огромной или какой-то большой разницы, это юго-осетинская публика или абхазская публика, но все равно эти слова огромной благодарности вам, Андроник и Сергей, дорогие мои абхазские братья и сестры. Цените свою республику, цените свою победу, гордитесь своими президентами и вперед к новым победам. Мы вместе добьемся этих новых побед, мы вместе докажем все, что и Абхазия, и Южная Осетия – это не случайные государственные образования. И мы послужим примером для многих, как нужно дружить и как нужно не предавать по отношению к России и самыми верными союзниками для России мы еще раз докажем, что есть, были, есть и будут государство Абхазия и государство Алания. Уважаемый Рауль Джункович, уважаемые родные Сергея Васильевича, дорогие друзья, соратники и земляки юбиляра. Огромное спасибо организаторам и сегодняшней конференции, и всех мероприятий, связанных с 70-летием второго президента Республики Абхазия. Это нужно не только для того, чтобы сказать доброе слово родным и близким. Это нужно для того, чтобы укрепить историческую память в национальном самосознании, чтобы сверить часы нам, сегодняшним, с теми принципами, по которым жил Сергей Васильевич Багапш. Действительно, Сергей Васильевич Багапш останется в нашей памяти соединением очень разных, но прекрасных черт. Согласитесь, в нем была та природная величавость, которая не каждому дана.
И она соединялась с неискоренимой человеческой скромностью. Вот независимо, чем он занимался, какие должности у него были, он скрывал эту свою скромность за могучим обаянием, за доброжелательностью к своему любому собеседнику. И исповедовал принцип, что если у человека есть враги, он с ними воюет и уничтожает. А если нет войны, то у него не враги, а противники, которых надо переубеждать, с которыми нужно обсуждать любые проблемы, чтобы сообща вырабатывать подход. Это очень важно. Это тот завет, которым мы должны руководствоваться в нашей политической реальности. Когда мы говорим о начале 90-х, конечно, я принадлежу, тогда я был одним из самых молодых депутатов, и сегодня могу выступать уже как, наверное, ходячий экспонат многих исторических событий, но мы все с вами помним, что народ Советского Союза пробуждался от иллюзий и заблуждений именно тогда, когда началась трагедия Южной Осетии, когда там заполыхало в 90-м, 91-м. И, конечно, когда рухнул Советский Союз, именно героизм народа Абхазии заставил жителей Российской Федерации понять, что хватит горевать о разрушенном. Нужно сражаться за будущее, сражаться так, чтобы у наших потомков был шанс на существование. Именно у вас и у первого президента Абхазии, и у второго президента мы тогда учились, как нужно противостоять, если сложится такая ситуация, даже всему миру, но отстаивать свое право на жизнь, свое право на свою цивилизацию, на свои системы ценностей и традиций. И поэтому, когда мы говорим, что для нас первый президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Арзенба – это президент победы, который обеспечил сохранение Абхазии в 92-м и победу в 93-м. И за это мы вовеки будем ему признательны. А второй президент, Сергей Васильевич Багапш, это президент осуществления надежд и возрождения, который не просто привел республику к признанию, но и показал, что Абхазия способна исправлять и залечивать раны и развиваться. И то, что сегодня говорил наш с вами общий друг, президент Южной Осетии Эдуард Жабеевич Какой-то, это малая толика тех проблем, с которыми главы непризнанных республик сталкивались, когда им выкручивали руки и заставляли капитулировать или отступить. Это очень серьезно. Я не буду сейчас говорить об этих грустных вещах, я хочу сказать наоборот о другом. Что когда здесь замечательные слова в программе вынесены в качестве эпиграфов, и я хочу просто процитировать. И то, о чем говорил Сергей Васильевич, что независимость во многом заслуга тех, кто выиграл ту первую войну. Без той победы, без Владислава Арзенба не было бы нашей независимости. Но если бы не было сплоченности народа Абхазии, никакой героический характер Арзенба не помог. Только своей сплоченностью вы обеспечили победу. И в Российской Федерации сегодня исключительно важно, что в декабре 2018 года в своем указе президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, когда вносились изменения в стратегию национальной политики России, впервые конкретно приоритетом всей нашей политики сказал, что главное обеспечить гражданское единство многонационального народа России, который впервые в этом указе назван российской нацией. Единство
сохранение духовных и культурных традиций. В России, наконец, и власть заговорила на этом языке. Для нас с вами в этом зале это язык привычный. Слава Богу, он становится официальным. И очень важно сохранение такого гражданского единства, когда, казалось, весь мир трампанулся и сошел с ума. Вот в этом отношении я, завершая свое выступление, хочу подчеркнуть только одну принципиально важную вещь. А во имя чего мы с вами сражаемся, во имя чего мы работаем? Какова конечная цель? К сожалению, народы Советского Союза официально эту цель потеряли где-то после 1918 года. Весь 20 век мы были мировым лидером развития, потому что наши предки строили коммунизм. Они говорили о том обществе, ради которого можно идти на временные жертвы. Программа КПСС закончилась, когда Хрущев сказал, что в 80-м коммунизм будет построен, 80-й пришел, никакого коммунизма не оказалось, а новой цели указано не было. И до сих пор, отказавшись от социализма, капитализм-то ведь целью не объявили. А значит, что мы строим? Вот во имя чего мы работаем? И вот здесь очень важно, чтобы, выполняя заветы старших поколений, осуществляя то, ради чего жили и сражались первый и второй президенты Республики Абхазии, мы сказали сами себе и сказали вождям, что мы должны строить процветающее общество, основанное на социальной справедливости и реальном народовластии, на тех традициях, которые соберут все лучшее из эпохи советской цивилизации и из досоветских времен. И поэтому для России нужна конституционная реформа, чтобы мы избавились от либеральных иллюзий, забитых в 1993 году в Конституции. А для Абхазии не нужно повторять многих наших ошибок. Нельзя копировать наше законодательство, связанное с частной собственностью или с природными ресурсами, чтобы не отдать природные ресурсы под контроль иноземным капиталам и транснациональным корпорациям. Землю нельзя. Конечно, нужно учитывать мировой опыт. И я уверен, что вы, когда будете смотреть вперед, посмотрите на опыт Центральной Америки. Вот я, курируя отношения с ним и договариваясь еще в 2006-2005 с Даниэлем Ортегой или с Чавесом, я их, правда, призывал признать Абхазию, Приднестровье и Южную Осетию, не дожидаясь России. Но они сказали: Сергей Николаевич, как только России будет нужно, мы все сразу сделаем. И поэтому, когда произошло признание, мне пришлось, я уже не был депутатом, включиться в эту работу и нашему МИДу объяснить, что нужно сделать, что просит Ортега, что просит Чавес, еще два государства, но там мы уже не успели. Американцы там опередили. Так вот, опыт у них такой, что у них, например, не только президенты, но и депутаты не избираются 2 раза подряд. Я не говорю, что это хорошо. Я говорю, что надо об этом думать, потому что у них нет проблемы борьбы за депутатский мандат, потому что собирается семья и говорит: так, ты уже был депутатом, а тебе пора. Он упирается, говорит: я не хочу в депутаты. Он говорит: ну что делать, кто-то должен от семьи туда идти, и заставляет его идти в депутаты. И в этом отношении я считаю, что в Абхазии в Конституции нужно записать роль Совета старейшин, потому что это та традиция, которую надо беречь. В России в Конституции возраст, например, возник по одной простой причине, когда работали в 91-м законе о президенте. 35 не моложе было записано для того, чтобы я не смог, как лидер оппозиции, баллотироваться, мне было 33. А 65 было записано, чтобы гарантировать избрание Ельцина. Ему уже было 60, и ему нужно было... А как только он подошел к 65 в 96-м, заранее возраст сняли. Но на самом деле
Но на Кавказе ограничивать возраст 65 годами, я не знаю, насколько это разумно. Я говорю, высказываю свое мнение о том, что нам нужно думать о стратегии развития. И поэтому в этом, продвигаясь вперед и укрепляя участие Абхазии в евразийской интеграции, а это нужно делать, не оглядываясь на мнение Казахстана или Белоруссии, укрепляя и поднимая на новый уровень отношения с Российской Федерацией, только тогда нам не будет стыдно перед Сергеем Васильевичем, потому что мы должны осуществить многие планы, которые он составил, но не успел реализовать. И вот тогда, я уверен, будет процветать и Абхазия, и Россия, и все народы, которые соединятся в единый союз. Уважаемый господин президент, уважаемая Марина Григорьевна, члены семьи Сергея Васильевича Багапша, для меня большая честь и огромное удовольствие сегодня быть здесь. Я позволю себе остановиться буквально на 3 наиболее, на мой взгляд, важных вещах. Мое знание лично, как Владислава Ардзембы, так и Сергея Багапша, дают мне представление о том, что сегодня многие здесь испытывают, вспоминая этого выдающегося политика и яркого, прекрасного человека, который и здесь, в Абхазии, и за пределами достойно представлял свой народ. Знаете, я хочу в самом начале остановиться на том, а, собственно говоря, благодаря чему Абхазия стала независимым государством, и эта независимость была признана. Конечно, есть очень много обстоятельств, но я хочу остановиться на самом важном. Дело в том, что, как ни странно, потеряв государственность в течение многих столетий, в определенный период, вот критический период своей истории, национальная элита проявила необходимую мудрость. Вот я был в 1994 году после войны в Абхазии. Я видел жуткую ситуацию, следы бомбардировок, тяжелое социально-экономическое положение, отсутствие тепла, электричества, но и, конечно, наступивший вслед за этим серьезный политический кризис, вызванный, конечно, с одной стороны, болезнью и длительным личным отсутствием Владислава Ардзембы из публичной и политической сферы и, конечно, разнонаправленными интересами, которые вызывали очень серьезную обеспокоенность, по какому пути и как пойдет эта маленькая замечательная страна. И вы знаете, я хотел бы поставить в исторический контекст и сказать, что, может быть, со временем, я обращаюсь к абхазским политикам и особенно политологам, то, что в 2004 году произошло благодаря Сергею Васильевичу, вот эти события абхазские могут быть поставлены в ряд несколькими очень крупными историческими событиями, которые произошли в мире. 3 из которых я хотел бы назвать. В 2 случаях исходы были такие же положительные, как у вас, а в 3-м случае это все закончилось катастрофическими последствиями. Дело в том, что политика, особенно демократическая политика, мудрость политиков, их твердость, их готовность к компромиссам и их гибкость являются необходимым атрибутом высокого масштаба политика. Так вот, первый случай, который сегодня фигурирует практически во всех политических текстах по переходу от авторитаризма к демократии или от одних форм власти к другим, относится к испанскому опыту, когда в местечке Монклуа
резиденция премьер-министра Испании, разные политические силы, разнонаправленные политические интересы собрались и договорились, на какой основе они готовы осуществить этот переход от одной власти, одной партии, от одной политической системы к другой, демократической и так далее. Вот готовность к компромиссу, гибкость, твердость в отстаивании своих позиций привели к тому, что после подписания этих договоренностей прошли многие годы, и вот это позволило, кстати, в прошлом году испанцам отстоять территориальную целостность Испании, потому что каталонцы тогда подписались за теми положениями, что, конечно же, будет очень сложная процедура выхода, а возможно и не будет этой процедуры, потому что они согласились голосовать за федеральные власти. И, конечно, этот пакт Монклуа является сегодня для всех политологов, политиков там, и так далее, которые оказываются в кризисной ситуации, вот это дает представление о том, как можно двигаться и как можно договариваться, как можно пойти на компромиссы, на уступки, при этом отстаивая твердую, последовательную, принципиальную линию. Второй пример – это Польша, когда генерал Ярузельский хотел передать власть от коммунистической, диктаторской, ну, в тот период он был фактически диктатором Польши, с особым положением, чрезвычайным и так далее, в Магдаленке действительно польская элита проявила эту зрелость, и они договорились о процедуре перехода, и это не привело к столкновению, к потерям, к хаосу, к разрушению. Увы, к сожалению, третий пример, это относится к нашей стране. Я был членом президентского совета в этот период и был главным советником Комитета по международным делам в Верховном Совете. Все попытки о чем бы то ни было договориться ничем не закончились в 1993 году, и конфликт был разрешен не при посредстве председателя Конституционного суда, не при посредстве патриарха Алексия, а с помощью танков и бомбардировок здания Верховного Совета, что, собственно говоря, оставил очень серьезный, глубокий, негативный след в нашей политической истории. И я должен сказать, что вот этот маленький народ и вот национальная элита в 2004 году в лице, в первую очередь, конечно, Сергея Васильевича Багапши, оказались, и вот нынешнего сидящего здесь президента, оказались достаточно зрелыми, ответственными, серьезными и гибкими для того, чтобы договориться, найти формулу выхода из национального кризиса, потому что я прекрасно знаю, что особенно такие маленькие народы, находящиеся на геополитических разломах и в эпицентре интересов самых разнонаправленных сил, не могут позволить себе внутренних расколов, конфронтации и хаоса. И я должен сказать, что этого всего было бы недостаточно для того, чтобы произошло то, что произошло, если бы не было бы еще одно обстоятельство, на котором я тоже хотел бы остановиться, знаю об этом не понаслышке. В 2008 году, вот мы тут говорили с президентом Южной Осетии, я напомнил нашу встречу, и, кстати, Багапш был там в 2008 году в Сочи на Валдайской встрече. Сначала они выступали перед нами, а потом Владимир Владимирович. И мне на этой встрече выдающийся женщина, ученый, Элен Карев-Данкос, президент Французской академии наук, она корнями наполовину грузинка, наполовину русская, сказала мне: вы знаете, говорит, я в январе была у Миши Саакашвили и говорю: слушайте, что вы делаете? Почему вы провоцируете Россию?
Вы что, не понимаете, какие это могут привести к последствиям? И вот должен сказать, на ваше счастье, лидер Грузии допустил 2 грубейших просчета. Если бы не были бы этих просчетов, ситуация могла бы развиваться совсем по-другому. Он сказал, и это великая женщина, кстати, она все еще жива и пользуется огромным уважением всех французских президентов, которые с ней консультируются по России, по постсоветскому пространству. Она говорит, Миша посмотрел на меня, как на имбецила, и сказал, Элен, вы ничего не понимаете. Россия не посмеет вообще принять какие-либо действия против нас. И второе, американцы придут и нам помогут, и все вопросы решат. И в первом, и втором случае Миша оказался в глубоком заблуждении. И он вводил в такое же заблуждение собственный народ. Кстати, мне приходилось не так давно говорить по этому поводу. Увы, к сожалению, сегодня такие иллюзии пытают некоторые руководители на Украине, пытаясь представить своей общественности, что в случае чего американцы придут и их вопросы решат. Никогда они не придут, никакие вопросы не решат, потому что как раз Элен Карьер-Данкос мне говорила, Миша, ты понимаешь, как же ты заблуждаешься? Ведь Иран для американцев имело гораздо более важное значение. Шаха выгнали, никто не пришел, и, в общем, до сих пор эта страна вышла из сферы влияния и интересов Соединенных Штатов. И третий фактор, который я хотел бы отметить, об этом тоже было сказано, это, конечно, позиция России. Что тут греха таить, мы должны быть откровенны. Не было бы признания ядерной сверхдержавы, независимости Абхазии и Южной Осетии, ничего невозможно было бы сделать. Максимум была бы непризнанная республика со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Да и сейчас много проблем, конечно, и мы это прекрасно понимаем. Но я должен сказать, российская позиция была непоследовательная, но я пытаюсь в данном случае не оправдать, а дать свое понимание, почему. Я был в силу обстоятельств участником многих совещаний на самом высоком уровне, где обсуждался вопрос, а что мы будем делать после того, особенно когда Владимир Владимирович сказал американцам, послушайте, вы играете с огнем, вы признаете Косово, вы нас вынуждаете, чтобы мы признали Абхазию и Южную Осетию. Об этом неоднократно заявлял Сергей Викторович Лавров. Но хорошо помню, еще зимой, в декабре 2007 года, когда мы очередной раз обсуждали эту проблему, я понял, что в Москве никакой твердости. Да, заявления были сделаны, но, видимо, нужны были еще какие-то дополнительные факторы, которые бы изменили чашу весов в пользу такого признания. И я должен сказать, сегодня это прозвучало. С одной стороны, это авантюрные шаги, конечно, грузинского руководства. И второе, я абсолютно с этим согласен, это твердая позиция абхазского руководства, южно-осетинского руководства, которые, конечно, не готовы были пойти ни на какие уступки в данном принципиальном вопросе. Не для этого были принесены эти огромные жертвы, которые, конечно же, никакими конфедерациями и федерациями не могли бы быть скомпенсированы. И самое последнее. Вы знаете, я действительно не упускаю возможности, если, конечно, есть должная аудитория и достойное место, где надо объяснять и просвещать людей, я стараюсь не упускать этой возможности. И хотел бы, мне
натолкнуло на это выступление президента Южной Осетии, действительно хочу вспомнить два примера. У меня есть много свидетелей, когда в кабинете у Джона Маккейна я ему объяснял, что произошло в 2008 году, какова была ситуация в отношениях Абхазии и Осетии с Грузией. И, конечно, я был удивлен, у меня с ним были, это, конечно, опасно, может быть, говорить, но я шучу, конечно, об этом все знали. У меня были очень дружеские личные отношения с сенатором Маккейном. И он был в кабинете, я говорю, вы понимаете, вас вводят в заблуждение, а потому что менеджер его компании в 2008 году, Стивен Шмидт, был платным лоббистом Грузии. У него там около 2 миллионов, что ли, они заплатили за его лоббистскую. И, конечно, Маккейн во время избирательной кампании постоянно, очень жестко выступал, но и даже было у него смешное утверждение, что мы все американцы должны сказать, что we all are Georgians, мы все грузины, но по-английски это звучит очень смешно, потому что мои друзья сказали, ну так не может быть. А как же жители 49 других штатов будут говорить, что они все из Джорджии? Это же полный нонсенс. Ну, в общем, как бы то ни было, он даже не знал. Я говорю, вы понимаете, что Абхазия и Южная Осетия поставили себя вне Грузии еще при наличии Советского Союза. Ведь это же началось до распада Советского Союза. Вы понимаете, я говорю, вы признавали республики в границах, в которых они не находились. Если и находились, то только на основе Советской Конституции. Если вы хотите восстановления Советской Конституции и Советского Союза, ну тогда другой разговор. Но хочу сказать, что просветительская работа, она чрезвычайно важная. И хочу завершить еще одним воспоминанием. Это 2008 год, съезд Демократической партии в Денвере, в Колорадо, и выдвигают кандидатуру Обамы в президенты. И меня пригласили участвовать, а во время съездов все время проходит огромное количество дискуссионных площадок и так далее. Но, естественно, главная тема была российско-грузинская война, как они его называли. И моим оппонентом оказался Ричард Холбрук. Это самый знаменитый американский дипломат, который, как его назвали, мясник, топором рубил вообще всю Югославию в дейтонских договоренностях и так далее. Он только вернулся с Маккейном из Тбилиси после войны. И он делегатам, которые сидят, говорит, вот я сейчас вам расскажу. Он все рассказал, но ему не повезло, я оказался на этом же панеле, взял слово и сказал, все, что вы здесь услышали, не имеет никакого отношения к реальности. Я родился на Кавказе, я знаю этот регион, это все совсем по-другому. Но к чему это я говорю, и на этом я хотел бы закончить. Любая площадка, международная, внутренняя, где есть возможность сказать правильные слова о том, что происходит в этой республике, что происходит в наших отношениях, это очень важно для всех тех, которые любят Абхазию, любят абхазский народ и которые испытывали и испытывают теплые, добрые чувства к основателям, отцам-основателям этой республики, Кардиме и Сергею Багапшину.